11 февраля 1943 года в Грозном родился народный артист, ЧССР, председатель Союза театральных деятелей Чеченской Республики Дакаев Султан. Окончив вечернюю школу, отслужил в армии и работал на заводе. Все свободное время отдавал художественной самодеятельности. В 1968 году стал студентом Чечено-ингушской студии ГИТИСа в Москве, ныне Российская академия театрального искусства. Вуз закончил в 1973 году и стал работать в Чеченском государственном театре имени Хампаши Нурадилова, навсегда связав с ним свою жизнь. Был занят практически во всех постановках. У Султана Дакаева широкое актерское амплуа, играл и комедийные, и трагедийные роли. Его любимые спектакли «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, маленькие трагедии Пушкина, «Женитьба Гоголя», «Божалей» Хамидова. С 1994 по 1996 и с 2000 по 2004 годы работал в должности директора Чеченского драматического театра имени Нурадилова. С 2001 года занимает должность председателя Союза театральных деятелей Чеченской Республики. В трудный для республики период второй военной кампании Дакаеву удалось организовать гастроли в регионах Юга России. Султан Дакаев был среди тех, кто по всей республике, по лагерям беженцев в Ингушетии искал талантливых ребят для учебы в студии Нахи в Москве. 14 февраля 1939 года родилась народная артистка Российской Федерации Нелла Хаджиева, одна из представительниц старшего поколения актеров театра имени Хампаши Нурадилова. Хаджиева – уроженка села Первомайское Сунжинского района. Окончив среднюю школу в Дубаюрте, в 1957 году Хаджиева поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. После окончания вуза в 1962 начала работать в театре. Исполняла главные роли во многих спектаклях. Начала она с Джульетты в трагедии Шекспира. Особый успех имела в постановках чеченских авторов. 10 февраля 1837 года в возрасте 37 лет скончался великий русский поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин от ранения, полученного 2 днями ранее в результате дуэли с Дантесом. 8 февраля 1837 года противники оказались в Сосновом Бору у Черной речки на окраине Петербурга. Дантес выстрелил первым, смертельно ранив поэта. Известие о дуэли и о смерти Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге. У гроба поэта побывало, по разным данным, от 10 до 50 тысяч человек. Дантес был осужден военным судом, разжалован в солдаты и выслан из России. Дантес умер в глубокой старости, в возрасте 83 лет, то есть спустя 58 лет после дуэли. Александр Сергеевич Пушкин похоронен на кладбище Святогорского монастыря Псковской области. Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине гибели Александра Сергеевича Пушкина, проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, номер 12 в Петербурге, с участием представителей творческой интеллигенции, правительства России, администрации Санкт-Петербурга, иностранных гостей. Эта памятная дата является значительным событием в истории России и в жизни Всероссийского музея имени Александра Сергеевича Пушкина. Также мероприятие в День памяти Пушкина проходит в Богоявленском соборе Москвы, где Пушкина крестили, и на могиле поэта в Святогорском монастыре. Александр Сергеевич Пушкин посвятил множество литературных произведений Кавказу, в частности, Чечне. 8 февраля 1999 года указом президента Российской Федерации был учрежден День российской науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук указом правительствующего Сената по распоряжению императора Петра I 8 февраля по новому стилю 1724 года. В Советском Союзе День науки отмечался в 3 воскресенье апреля, так как в 1918 году между 18 и 25 апреля Ленин составил набросок плана научно-технических работ, поэтому и по сегодняшний день многие научные коллективы празднуют День науки в 3 воскресенье апреля. Говоря об Академии наук Чеченской Республики, стоит отметить, что возникла она не так давно, а именно в 1992 году. Ее организатором и первым президентом был Хамзат Ибрагимов, ученый, доктор физико-математических наук, профессор. Скончался в марте 2006 года. В июле того же года новым президентом Академии наук Чеченской Республики был избран Шахруди Гапуров. До 2000 года Чеченская Академия наук существовала больше на бумаге. Не было финансирования, не было даже своего помещения, так что говорить о какой-либо серьезной научной работе не приходилось. В 2000 году постановлением Временной администрации Чеченской Республики Академия наук была преобразована в государственное научное учреждение и начато ее финансирование. Сегодня ученые Чечни ведут
разработки по самым различным направлениям. Среди основных – традиционные для Чеченской Республики исследования металлов и сплавов, проблемы нефтегазодобычи и нефтехимии, медико-биологические проблемы, а также социально-экономические и гуманитарные. Академия наук Чеченской Республики состоит из 2 научных центров и 2 отделов. В Академии наук Чеченской Республики работает 28 докторов наук и 39 кандидатов наук. Общее число членов Академии – 30, из них 18 действительных и 12 членов-корреспондентов. 14 февраля 1956 года в Москве открылся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Работа съезда продолжалась до 25 февраля. Присутствовало около 1500 делегатов, представлявших почти 7 миллионов членов партии и 500 000 кандидатов в члены партии. На съезде присутствовали делегации коммунистических и рабочих партий 55 зарубежных стран. На съезде было отмечено, что советский народ под руководством Коммунистической партии достиг больших успехов в борьбе за построение коммунистического общества в Советском Союзе, за мир во всем мире. Однако более съезд запомнился осуждением Никитой Хрущевым культа личности Сталина и рассмотрением его последствий. Съезд предложил Центральному комитету последовательно осуществлять меры, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы. Вскоре после 20-го съезда в развитие его решений было опубликовано специальное постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. Многие представители интеллигенции восприняли доклад Хрущева как призыв к гласности. Появился сам издат, которому позволялось только изобличать культ личности. Критика КПСС и существующего строя по-прежнему запрещалась. Оттепель – распространенное обозначение перемен того времени во многих сферах жизни советского народа, наметившихся после смерти Сталина в 1953 году. Термин «оттепель» восходит к названию повести Оренбурга, советского писателя, поэта, публициста и общественного деятеля. Период оттепели характеризовался смягчением политического режима, началом процесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930-х, начала 50-х годов, в том числе реабилитации депортированных народов. Также оттепель сопровождалась расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаблением идеологического контроля в области культуры и науки. Важную роль в этих процессах и сыграл 20-й съезд КПСС, осудивший так называемый культ личности Сталина. Оттепель способствовала росту социальной активности в обществе. Для чеченского и ингушского народов оттепель, в частности, означала возвращение ссылки на родину и восстановление чечено-ингушской автономии.